55. Здравствуйте! Вы смотрите программу о лучшей футбольной команде на планете Земля. А лучше она, потому что наша. В эфире ФК Уфа «Наша команда». Меня зовут Артем Кольшев, мою соведущую по традиции зовут Жанна Байрашева. И Жанна готова представить наших сегодняшних гостей. Приветствую вас, дорогие телезрители. А у нас сегодня в студии присутствует игрок футбольного клуба Уфа Антон Килин и наш постоянный эксперт, руководитель пресс-службы футбольного клуба Уфа Сергей Тартышный. Здравствуйте. Я рад вас приветствовать. Сегодня обязательно поговорим о матче Уфа-Урал. Это главная наша тема. Ну и, наверное, нужно начать с Антона. Во-первых, несмотря ни на что, поздравления с дебютом в премьер-лиге. Каким бы он ни сложился для команды. И сразу же вопрос. Какие ощущения испытывает человек, который сыграл первую игру в сильнейшей лиге страны? Во-первых, здравствуйте. Спасибо большое. Дебют, конечно, это очень, как сказать, волнительно было. Но старался справиться со своими эмоциями. Старался сделать все, чтобы было команде легче и лучше. Не знаю, как получилось, это выводы тренера. Будем стараться работать дальше, чтобы это был не первый и последний матч в премьер-лиге. Антон, а как вы чувствовали себя, находясь в глубоком запасе? Ну, это, наверное, как и любому игроку, не очень-то нравится. Приходится доказывать еще больше на тренировках, чтобы на тебя обратили внимание, где-то в играх за дубль. Лучше играть, чем просто сидеть и ничего не делать. Поэтому игры за дубль — это тоже положительно. Главное, чтобы было все без травм. И я готов дальше работать и показывать себя, и доказывать, что я могу и, наверное, должен еще выйти в премьер-лиге. Сергей Николаевич, какие были ощущения до матча с Уралом? Были ли предчувствия, что будет победа? Или, напротив, какие-то плохие предчувствия? Были предположения, что мы все-таки сыграем более удачно. Все-таки наверное, не только я, многие рассчитывали, учитывая турнирное положение, учитывая последний матч с Краснодаром, что, по крайней мере, на ничью-то мы должны наиграть. Ну, не все получилось. Это, конечно, вопрос к Антону больше, не ко мне. Почему не получилось? Сергей Николаевич. Так, сразу на Антон сел. Ну, я же не играл. Сергей Николаевич, а следующий все-таки к вам вопрос. Как вы считаете, Уфа без Марсинью способна забивать голы? Ну, Уфа без Марсинью по 5 мячей забивала Томску, так что... Но это было уже не в премьер-лиге, это было ранее. Сейчас-то премьер-лига, мы в топ-16. Мы в топ-12 сейчас, я поправлю вас. В топ-12? Да. Но мы же вылетели с топ-11. Нет, мы сейчас на 11. Ну, может быть, где-то не подвезло, может, где-то недооценили. Я повторюсь, Антон ответит на этот вопрос, почему мы не выиграли. Я вот не знаю ответ на этот вопрос. Все, что касается моей структуры, за которую я отвечал, здесь мы все от и до сделали на 5. Здесь мы обыграли Урал. А вот что касается игры, здесь к Антону. Сергей Николаевич, мне кажется, нет какого-то однозначного ответа на вопрос, почему мы проиграли. Мы как раз вот попытаемся... Ну, я говорю, может быть, не повезло, может быть, ну, я не знаю, там... Не знаю, может, где-то не добежали, может, где-то не досвистел кто-то там. Ну, мало ли. Тут это же футбол. Все бывает. Давайте Антон спросим. Антон, какой был, во-первых, план на игру? Что тренер говорил на предматчевую установку? План на игру был играть только на победу, то есть брать свои очки. Это наш прямой конкурент. Мы должны были и обязаны играть лучше, особенно при своих болельщиках. Перед ними, наверное, извиняемся, конечно, что так получилось, что они пришли на футбол, поддерживали нас. Но в этот день, именно с этой командой, у нас игра не получилась, в принципе, в корне. Тренер, я думаю, сделает какие-то выводы, то есть нам подскажет, что нам нужно изменить. А так тренер сказал, что мы должны выходить, где-то прессинговать, где-то отходить, то есть указал их сильные, слабые стороны. Ну, не знаю, мне кажется... Проиграли мы. Слабые стороны, то есть, все-таки были какие-то? Ну, конечно, были. У любой команды, я считаю, что есть слабые стороны, где можно, но мы их не использовали. Ну, если глубоко смотреть, я думаю, что вот Урал все-таки не наш соперник. Вот неудобный он для нас, так же, как мы для Торпедо. Торпедо никак не может Уфу обыграть. И вот у нас с Уралом и в Кубке, я помню, мы уже практически прошли их, мечтали, как мы Санжи сыграем. И еще в ФНЛ, когда играли, тоже и в гостях, и дома. Ну, не получается вот у нас как-то... Более того, по-моему, ни одного мяча еще не забили Урал.
Было поражение 0-1 в Кубке, потом 0-4 и 0-2 в ФНЛ, и вот сейчас снова 0-1. Неудобный соперник. Сергей Николаевич, а как лимит на иностранцев повлиял на стартовый состав нашей команды? Ну, вообще не повлиял. У нас как раз другие факторы повлияли. Там, в частности, Тумасян по договоренности с клубами не имел права играть в этом матче. Из-за перебора карточек не играл у нас Тишкин Макс, да. Небольшое повреждение Марсиньо получил, Симакин повреждение получил. То есть ключевые футболисты выпали. Ну, вот, зато получил возможность выйти на поле Антон Килин. Мне кажется, Антон хорошо вышел. Как бы то ни было, я просто видел, как он нервничал, как он психовал, когда он не играл, он всего не говорит. Ну, видите, то есть это вот из серии в тихом омуте черти водятся. Тихий юноша, скромный, сидит. Ну, там были моменты, вы же сами все видели. Там он в первом тайме аж на месте защитника несколько раз оказывался. То есть он там всю бровку эту отпахал. Ну, не получилось. Вот бывает, казалось бы, когда они должны были забить, там Давид Юрченко вытащил. А вот такой нелогичный гол там с носка уже там, по-моему, назад отклонялся, да? Такой нелогичный гол, вот он залетел. Вот бывает так в футболе? Ну, Антон Александр Тарханов сказал, что я знал, как будет Уфа играть. Вот вам как бы казалось, соперник был готов к тому, как вы будете играть? Ну, если он так сказал, наверное, может, предполагал, может, не знал, но предполагал. Он сказал, я знал, очень уверенно. Ну, знал, но если он знал, что у нас все игроки, которые выбыли, не будут играть, то я не знаю, как можно было предугадать. Победители всегда говорят, что они знали, как надо было обыгрывать. А можно было послушать, да, чтобы он говорил, когда проиграл. Тут то, что поле не полили, может? Ну, тут все, что угодно. Тут, да. Я думаю, мы сами не знали, как мы будем играть. Согласен? Нет, а быть может, есть еще одна теория. Возможно, причем они первые 10 минут, по-моему, они вообще прижались, да, они играли вторым номером, они ждали от Уфы что-то. Так что нельзя сказать, что он ждал. А потом они осмелели, видят, что у нас что-то не получается. Тут никто не ждал. Ну, вот получилось, как получилось. Вот. А может ли быть причина того, что Урал набрал всего лишь 1 очко за последние игры, и Уфа немножко расслабилась? Ну, честно сказать, приятнее разбирать матч с Краснодаром, чем вот этот. Тут я не знаю. Действительно, так, я поддержу полностью. Как в песне у Олега Газманова, да? А я светлые дни оставляю себе. Ну, конечно, вот этот матч надо быстрее забыть и вообще о нем не вспоминать. И что-то мы долго на нем останавливаемся. Абсолютно правильно сказал Сергей Николаевич. Все-таки давайте еще посмотрим саммари матча. Может быть, кто-то из наших телезрителей попросту не смотрел эту игру. И у нас есть возможность еще раз вспомнить и увидеть, что происходило на футбольном поле и что, собственно говоря, послужило причиной поражения футбольного клуба Уфа. И вот в первом тайме, по-моему, Урал создал очень много опасных моментов. Вот первый из них — это удар в перекладину. Здесь еще Давиду Юрченко не пришлось вступать в игру. Здесь защитники вынесли мяч после того, как от перекладины мяч отскочил в поле. Ну да, они нас уже здесь простили, да. Да, уже здесь, собственно, счет мог был быть 1-0. Антон, ну все-таки вот это комплекс какой-то причины или индивидуальные ошибки? Ну, здесь свистнуть надо было, на мой взгляд. Антон, как ты считаешь? Ну, свистнуть можно много где. Можно было свистнуть, и не было бы вот этой индивидуальные ошибки, такие комплексные. Это из одной ошибки следует другая. То есть, если кто-то один ошибается, то потом уже следует комплекс ошибок. Ну вот еще один момент. Где-то индивидуальное мастерство футболистов, допустим, как Лунгу. То есть он, в основном вся опасность шла от него. Да, Лунгу, к сожалению, выиграл противоборство против Фелисио Браун-Форбса на этом фланге. И зачастую, к сожалению, обыгрывал. Ну, Форбс не до конца был готов, он не тренировался, по-моему, 2 недели, да, по кругу бегал. И ну, фактически да, это вынужденно он сыграл на этой позиции, и поэтому здесь обвинять его в том, что он провалил матч, там, провалил... Нет, никто не обвиняет в том, что Форбс провалил. Он сыграл так, как он смог. А Лунгу-то, в принципе, известен своими скоростными качествами, то, что он может в одиночку решить судьбу матча. Помните, кстати говоря, Давид однозначно молодец. И многие болельщики, которые находились на стадионе, я слышала, гол, ты видите, совершенно нелогичный получился. Да, только Давид сыграл, наверное, на своем уровне. Остальные. Ну, хотя вот в конце подвезло бы нам, когда Диего вполне могли сравнять, да. Могли сравнять. Ну, я, тем не менее, считаю, что во втором тайме достаточно неплохо старались. Ну, и Урал уже играл по счету. Их устраивал счет, они играли уже на контратаках. Да. Но мы как бы старались, тем не менее, это было видно. И вот Фримпонг вышел на игру. И даже я своим непрофессиональным взором обратил внимание, что он обострил несколько проникающих передач хороших было, в том числе на Антона. Там Антон что-то, по-моему, не распорядился разок, да, Антон? Да, было. Был момент, он практически можно было 1 на 1 выйти.
Самое главное, что я бы хотел сказать о Фримпонге, о том, что многие говорили, то, что он приехал в Уфу не за футболом, а попиариться или что-то еще. И слава богу, что Эммануэль опровергает эти слова, действительно отдается на поле полностью, на тренировку в том числе. Ну, он долгое время не тренировался. Изначально, когда он к нам приехал, он сказал 3 месяца, я там залечивал травмы кое-какие. А уже сыграв первый матч с Краснодаром, он признал, что он 5 месяцев не тренировался. Так что можете себе представить, он, походу, сейчас набирает форму. Но я думаю, он нам поможет. Его, конечно, хорошее ну, там школа видна. Да, То есть видно. это у нас вот 2 таких игрока техничных, Антон и Фримпонг. Таких, на кого можно равняться. Николай в своем репертуаре. Ну, а на тебя нельзя равняться, разве, Антон? На меня Рам. А вот, кстати говоря, в этом эпизоде Фримпонг Тоже могли на втором забить. этаже сыграл. Да, Абсолютно да, один был. Да, но он здорово здесь освободился, я за ним наблюдал. Здесь сначала его 2 человека держало, он освободился от них. И оказался один, здесь его заслуга, кстати. И вот снова мы видим, что Лунгу Да, на здесь фланге он, Браун конечно, Форбс, к сожалению, делает все, что мягко захочет. говоря, возит, да, здесь он. Согласись, Антон. Ну да. Тут он несколько раз на 5-ю точку сажал. Ну, здесь мы уже пошли все команды, можно Да, сказать, здесь уже надо в было атаку, забивать, и здесь уже, как вы видите, поэтому 4 в 4 атаки получались и 4 в 3. Это уже ничего удивительного в этом нет. Да, ну если бы не Давид Юрченко, наверное, Да, вот, я- особенно вот этот прыжок запомнился. Кошачий такой у Давида. Ну и вот, наверное, момент в концовке. Последний у ворот Урала. Я бы сказал, предпоследний. И у Диего. Вот видите, Диего Еще один здесь. был, да, какой-то? Ну, Паша Степанец в конце. Ну, Диего здесь давал. обработал мяч изначально вот неудачно. Да. И тут уже сложно было что-то Ну, он и делать. летел ему в гланды, давайте прямо скажем. В Голланды, да? Тут- Ну, а куда же? Так говорят. Ну, а к арбитру есть претензии какие-то? Вот просто по примеру матча «Спартак-Терек», где там Артем Дзюба в прямом эфире телеканала сказал, что Нет, ну мы судья сейчас у не нас будем, мы сейчас просто не будем начудил. на всю страну говорить, и это давайте останется. Но, Наше тем не мнение, менее, это я наше все-таки мнение. замечала такие моменты, что к нашим... Ну, вот видите, Серьезно, вот со стороны... Жанна Жанна заметила, как специалист, Да, да, ребята видимо, даже она бежали, больше, в смысле, наш Жанна человек- больше понимает. Нет, ну это поэтому- было со стороны заметно, и Да нет, это не я одна бы не я сказал, наблюдала. что прям как-то в наглую что-то было. Прям, Ну, пенальти же не конкретно, поставили, мы все-таки конкретно что-то пропустили было, же да. гол. Вы же видели То какой. есть здесь точно не судья выиграл этот матч. Да, у нас это мы какие-то, проиграли. конечно, Безусловно. проблемки были там. Ну, то, что мы делаем из матча в матч из Давида Юрченко героя, на самом деле это наша проблема, а не наше достижение. Да. Герой Согласен, однозначно. Антон, да? Да, согласен. Давид сейчас герой, это точно. Сергей Николаевич, а удастся ли преодолеть все-таки Марсиньо зависимость? Ну, у нас нет Марсини зависимости. Нет. всё-таки У нас нет Марсини зависимости. Я думаю, на кубок все-таки мы более удачно сыграем. Как считаешь, Антон? Я думаю, да. Антон, ну вообще как команда приняла этот результат? О чем-то поговорили? Я не знаю. Знаете, конечно, ни у кого не было ни настроения. То есть это очень тяжело, когда играешь такие игры, когда проигрываешь по игре. То есть очень тяжело себя после таких игр чувствуешь. То есть нет никаких ни эмоций, ни настроения. То есть все понимают, прекрасно все понимают. Тут даже говорить не о чем, что мы провалили эту игру, да. Не получилось, но я надеюсь, что это была первая и последняя такая игра. Конечно, друг с другом разговариваем, да, там что-то не получилось, там что-то не получилось. Мы сделаем выводы, думаю, правильные. И будем двигаться дальше, вперед. И сделаем все возможное, чтобы в следующие игры побеждать и набирать очки. Сергей Николаевич, а теперь давайте вернемся к тому, что около футбола. И все-таки, наверное, затрону болезненную тему, но тем не менее меня она очень волновала. Я думаю, многих уфимцев, в том числе, почему так мало болельщиков уфимских было на нашей Не стороне болельщиков поля? даже, наверное. Болельщиков-то как раз... Фанатов, фан-сектора, да, именно фан-сектора. Почему Урал, болельщиков Нет, Урала было ну, раза потому в 3 что- больше, чем наших? И, честно сказать, это не мой вопрос. У нас есть специалист по работе с болельщиками, но я могу только предполагать. Я думаю, все-таки у нас много тех, кто находится на фан-секторе, это студенты, даже школьники есть. Это было учебное время, я вот предполагаю, что в этом причина. 2 часа дня, суббота, скорее всего, кто-то не смог отпроситься с института, там, Антон, может, больше знает. он Антон тоже улыбается, это Нет, ну притянутая за уши Нет, действительно, версия. это очень интересная тема, потому что у болельщиков Урала было раза в 4 больше. Это как минимум, я думаю. То есть их было намного А больше. для вас это имеет Конечно, какое-то имеет значение, когда вот идет подхлёст, боление. Да, с трибун было слышно очень хорошо. То есть поддерживали. Наверное, где-то мы не доработали, здесь можно признать. Может, нужно было просто открыть этот сектор и пустить каждого желающего, чтобы, по крайней мере, массы... Я сама готова была встать туда, чтобы задавить быть масса, кричать. соперника. Что ж тебе помешало, Жанна? Так я не знала, что можно это делать.
Можно за Жанну на следующем домашнем матче, если он пройдет в Уфе, ждем Жанну. С барабанами. Договорились? Легко, договорились. Ты будешь заряжать. Окей. Сергей Николаевич, хорошо. Будем надеяться, что в этом смысле ситуация как-то изменится. Уже известно, где Уфа проведет следующий домашний матч, или все зависит от сюрпризов погоды, скажем так? Имеется в виду матч с «Торпедо»? Да, Следующий домашний матч, я говорю о матче с «Торпедо», о матче с ЦСКА, который там буквально через короткий промежуток времени. С ЦСКА, по-моему, в Перми его сыграли. Договариваясь с МВД Республики, все-таки была договоренность, что матч с «Динамо», матч с «Уралом» и матч с «Торпедо» мы проведем на своем поле на «Динамо». А вот что касается ЦСКА, там были вопросы. Наверное, нам все-таки не разрешат. Тем более, если мы вспомним, как сейчас их фанаты вели себя в Италии, я думаю, что наше МВД это дополнительно напугает, и они просто скажут, зачем нам это все. И... То есть это вторая команда по боязни фанатов после «Спартака», я правильно сейчас это понимаю? вопрос не к нам, а к пресс-службе МВД. Не, ну я уточняю. Мы сделали от себя все, что возможно. Все, что нам предписывал МВД Республики, клуб выполнил все от и до. Все у нас выполнено, то есть с точки зрения безопасности, остальное... Да я думаю, Уфа готова принимать, я не думаю, да что мы тоже не сомневаемся в этом, но здесь, видите, как бы... А по-моему, дополнительный шанс показать, что башкирская полиция лучше, чем итальянская. Нет? Вот, здесь я вот с вами тоже версия, согласен. вот нужно вот таким образом продвигать Мы с Антоном готовы патрулировать улицы перед игрой. Антон, как дружинники там. Да все нормально, у нас нормальный народ. Я скажу, вот по матчу с Пермью, где мы принимали «Спартак», то есть там сами спартаковцы нам говорили, что это все-таки не Раменское, туда нищета не доедет. То есть все равно едет те, у кого есть деньги. Люди приезжают здесь, на электричках же не доедешь. Люди сюда приедут за 1000 километров, они оставят здесь деньги в гостиницах, конечно, там, конечно, в кафешках. То есть, ну, понимаете, там за 1000 километров доехать, ну сколько доедет людей без денег, там, законченных безбашенных хулиганов? Все равно это едут какие-то там руководители фирм в том числе. Ну, я не знаю, почему их надо бояться, но, видимо, у каждого своя версия здесь. Еще одна болезненная тема, давайте ее тоже закроем. А сейчас я предлагаю... У нас сегодня только болезненные темы, мы поняли, да. Такой эфир. А сейчас я предлагаю посмотреть видеоматериал о том, как свой матч провела молодежная команда Уфы против Урала. За день до матча главных команд на поле вышли молодежки. Уфа быстро открыла счет. Эльмир Якупов воспользовался передачей Сергея Тамразова и поразил дальний угол ворот. Гости из Екатеринбурга в первом тайме играли вторым номером и об атаке помышляли нечасто. Но все же подловили Уфу на ошибке. После прорыва Михаила Филиппова Урал сравнял счет 1-1. Но на последних секундах первого тайма Игорь Безденежных поразил ворота Урала дальним ударом и вывел уфимцев вперед. В первом тайме мы владели преимуществом, в основном создали некоторые моменты, которые воплотились в голы. Пропустили ненужный гол, но я считаю, это ошибка крайнего защитника, который дал легко войти в зону нашу и пробить. Но так в целом игра под нашим контролем, мы контролируем игру, владеем мячом. В целом. После перерыва уральцы перехватили инициативу. В одном из эпизодов центральный защитник уфимцев Вячеслав Морозов нарушил правила на Александре Соболеве в пределах штрафной площади. Сам же пострадавший реализовал 11-метровый удар. Как итог, ничья 2-2. Те ошибки, которые мы допустили сами, привели к этим двум мячам, таким, скажем, ненужным. Поэтому так, как бы, думаю, что игра была, должны были выиграть сегодня. После матча с Уралом в активе подопечных Сергея Тамарова 8 очков. Уфимцы остались на 11-м месте. Следующий матч пройдет 26 сентября в Саранске против Мордовии, которая в турнирной таблице располагается на 4-м месте. Очень обидный результат. Все-таки близки к победе были подопечные Сергея Тамарова. Давайте у Антона спросим. Антон очень много времени провел вместе с этими ребятами. Вообще есть потенциал какой-то у этой команды? Ну, я думаю, есть. То есть потихоньку ребята сыгрываются, понимаешь, что в дубле не так все просто. Это даже, наверное, не КФК, там посложнее все. Ребята более обученные, хоть и молодые, да, но там более играют ребята из премьер-лиги, вот в этом матче играли. Ну, Емельянов и кто-то я еще. просто говорю, суть в том, что здесь школы, которые ведут детей с маленького возраста и обучают с самого маленького возраста. То есть тут дети более обученные, даже не дети, уже ребята, 18-19 лет, я считаю, это уже хороший возраст, где можно начинать играть. То есть здесь немножко было тяжело в начале сезона, но сейчас, я думаю, потихоньку освоятся и уже, мне кажется, поинтереснее стали играть. Это, по-моему, был первый матч, где Антон Килин не играл за дубль, да? Второй или третий.
Мне показалось первый, потому что у него, в принципе, это месяц открытий. У него дебют в премьер-лиге, дебют в вашей программе, его почему-то ни разу не звали. Мне показалось, что тут тоже был дебют. Мы ждали дебюта Антона в премьер-лиге. Да, мы ждали. Сергей Николаевич, а что с Макичем Микаэляном, экс-наставником Уфы молодежной? Ну, он набрал более младший возраст, там детишек, по-моему, 2 класс, и сейчас будет их доводить до высот, до каких он довел 94-й год. Еще, по-моему, команду 99-го года тренирует. Честно сказать, я не знаю. И 99-й он брал, и он набирал зато не маленьких совсем. Совсем маленьких? Ну, и там 2 класс, по-моему. А подробности кубкового матча между Уфой и Енисеем, который завершился буквально час назад, мы разберем в нашей следующей программе. Сейчас я предлагаю поговорить о том, как жить дальше, о следующем матче в чемпионате против Саранской Мордовии. Антон, ну как настроить перед этим матчем? Что нужно сделать, над чем поработать на тренировках? Ну, я еще раз повторюсь, что мы поедем туда за очками однозначно. Это тоже наш, грубо говоря, прямой конкурент. Мы хотим в каждой игре набирать очки. Это наша главная задача, чтобы остаться в премьер-лиге, минуя стыковые матчи. Мы будем делать все, чтобы обыграть эту команду, ну, как минимум, получить очко и уехать уже на сборы. То есть мы будем готовиться к этому матчу непосредственно, нацелясь на взятие очков на выезде. То есть у нас получается лучше, чем дома, к сожалению. Все-таки набор очков с такими командами, как Мордовия, Урал, для нас изначально более приоритетен, потому что сыграли мы в ничью сейчас с Уралом. У нас было бы 8 очков, у Урала 2. Понимаете, они остались бы там внизу. А так у них сейчас 4, и у нас 7, и... В общем-то, осталась одна победа, да. То есть и также Мордовия. Лучше не дать набрать этим командам. Я даже могу сказать так, что лучше бы, наверное, где-то проиграли Краснодару, но выиграли Урал. Так, конечно, нельзя говорить, но это лучше было бы именно для нас, скорее всего, вот так вот. Сергей Николаевич, по-моему, на этой неделе состоится презентация фильма о футбольном клубе Уфа. Да, фильм Булата Юсупова «Прорыв» 25 числа. По-моему, еще осталось у нас, я не знаю, как на день выхода программы. На данный момент, по-моему, 12 билетов еще осталось пригласительных. И остальные в основном придут вот ребята с женами, там, те, кто работает с командой, непосредственно спонсоры, кто показывает информационную поддержку. 50 минут. Тут, что планируется? В том числе там в фильме есть тот незабываемый крик Артема Кочешева, когда он кричал «Все!». Ну, у многих рингтон стоит это на телефоне. Артем, у меня нет, я не знала. Артем знал. А я не знала, что за крик. Ну да, был у него, скажем так, в его карьере, да, такой момент, когда можно больше не работать. Этот момент, когда мы вошли в топ-16, меня переполняли эмоции. Понятно. Куда нам нужно войти, чтобы у меня были такие Булат попытался здесь что-то художественное добавить, то есть там и наполовину художественный, наполовину документальный фильм, скажем так. Большое вам спасибо, дорогие друзья. Антон, вам удачи. Будем надеяться, что и дальше будете радовать нас своей игрой в премьер-лиге. Сергей Николаевич, спасибо за то, что пришли. Мы тоже будем вас радовать. Я очень надеюсь. Я имею в виду пресс-служба. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся ровно на неделю. Обращаю ваше внимание на то, что в октябре на БСТ новый сезон. Наша программа будет выходить в новое время в четверг в 23:00, а повтор программы вы сможете увидеть в пятницу в 16:45. А у нас на этом все. ФК Уфа, наша команда. До свидания.